По живописным горным ущельям, открывая неописуемую красоту высоких гор Кавказа, проходит военная Сухумская дорога, которая связывала Карачаево-Черкесскую республику с Сухумом через Кавказский хребет. Для Абхазии это стратегический объект, и его восстановление – один из приоритетных вопросов. Однако этот участок уже давно стал труднопроходимым из-за оползней и размытых участков. Зимой дорога подвергается снежным завалам и лавиноопасным участкам. На протяжении последних лет обсуждаются планы по восстановлению военно-Сухумской дороги и возобновлению движения. Учитывая важность и стратегическое значение объекта, было принято решение о запуске работ по реконструкции тоннеля и дорожного полотна. Ознакомиться с ходом работ в селе Багада Гулрыбского района выехал президент страны Бадра Гунба. Полноценно введем объект в эксплуатацию, но на протяжении всего времени будет организовано какое-то движение, будет перекрываться тоннель периодически, введены ограничения. При этом задача в любом случае будет выполнена и полноценно будет отслеживаться каждый этап. С учетом сроков до 2027 года качество работ, соответственно, и сроки должны быть выдержаны. Значимость этой дороги мы все прекрасно понимаем. Значимость такой инфраструктуры. Значит, если мне память не изменяет, с 2008 года, с момента признания, речь шла о реконструкции этого тоннеля, вообще дороги. Очень важно, что мы эту работу начали. И необходимо в сроки уложиться и реализовать этот проект. Восстановительные работы разделены на два этапа. Сначала реставрация тоннеля, которая завершится в 2026 году. Затем будут приводить в порядок дорогу вокруг. В целом работы будут вестись вплоть до 2027 года. Задействовано 26 рабочих и 12 единиц спецтехники. Протяженность восстанавливаемого тоннеля 480 метров. На момент, когда мы приступили к работам, мы приняли решение провести повторное обследование тоннеля, провели геофизические обследования, и по итогам которых мы в очередной раз убедились о необходимости капитального ремонта объекта, так как регрессия продолжается, трещины расширяются, очень сильно изменилось состояние, поэтому были в очередной раз приняты еще технические решения добавить анкерные болты сюда, чтобы усилить конструкцию. И помимо всего прочего еще принято решение, помимо технического надзора, осуществить еще и авторский надзор. Для того, чтобы оперативно вносить какие-то изменения технические в зависимости от состояния тоннеля. Восстановительными работами занимаются наши специалисты со своими коллегами из России. В рамках двусторонних договоренностей финансовую помощь окажет Российская Федерация. Сам тоннель был построен в 1964 году. С того периода капитальный ремонт не осуществлялся. В 2020 году один из тоннелей был признан аварийным. Проезжать по тоннелю представлялось опасным, так как в стенах появились трещины. Опорную стену, да? Да. А когда эта часть обвалилась? Эта часть обвалилась между первым обследованием, в 2023 году она обвалилась, после первичного обследования и проектирования. И, кстати, здесь как раз вот в этом месте была указана дата, когда тоннель строился. Вместе. С этой частью вырвало. Он был поврежден впоследствии многочисленных ударов по нему, я так понимаю, тяжелыми снарядами. В селе Цабал будет организована лаборатория для приема входного материала, который будут использовать для восстановления тоннеля и дороги. На входном контроле будут проверяться качество привезенного материала. Мы сегодня прошлись, видим, что большие куски обвалов уже внутри тоннеля, часть тоннеля оползневыми процессами снесено, поэтому очень важно было и оперативно приступить к решению этого вопроса. Потеря этой дороги чревата серьезными вопросами, в том числе и безопасности. Здесь располагаются наши подразделения, части, российские пограничные подразделения, и поэтому дорога эта имеет стратегическое значение. Никак не получалось изыскать эти средства
благодаря договоренностям с нашими российскими коллегами мы изыскали эти средства и направили на реализацию этого очень важного проекта. Работы по восстановлению тоннеля уже начались и ведутся каждый день. Уже сейчас проведено электричество. На месте висит знак, что движение запрещено. Но в скором времени легендарная Сухумская военная дорога вновь откроет свой исторический путь. Нала Чхинджерия, Фатима Герге, Саида Гуха, Абхазское телевидение.